обезопасить малыша на улице, где есть машины? Как научить его правилам дорожного движения? В первую очередь очень важно самим соблюдать эти правила. Если, гуляя с ребенком, вы переходите дорогу только на зеленый свет, пользуетесь наземными или подземными пешеходными переходами, то малыш с самого раннего детства освоит, что поступать нужно именно так, а не иначе. Может, некоторым родителям мои слова сейчас покажутся немного странными, но знание дорожной азбуки намного важнее, чем умение читать и писать, ведь от этого зависит жизнь ребенка. Малыши часто попадают в дорожно-транспортные происшествия именно потому, что они плохо отличают звук. Для ребенка намного важнее догнать товарища, чем движущийся автомобиль. Они плохо отличают реальность от игры. Если едет машина, то она остановится. Игрушечник-то останавливается. Проводить обучение ребенка правилам дорожного движения можно по-разному. Читать стихи, петь песни, смотреть и обсуждать с ребенком мультфильмы. Ну а сегодня мы познакомимся с дорожными знаками и выучим стихи. Знак телефон. Если нужно дозвониться, хоть дома, хоть за границу, знак поможет, скажет он, где искать вам телефон. Знак место остановки транспорта. Это место пешеход, терпеливо транспорт идет. Он пешком устал шагать, хочет пассажиром стать. Знак дорожной работы. Знак дорожной работы. Через даст дорогу только. Скоро сбавить нужно будет, там на дорогой. Знак движения пешехода запрещено. Даже ясную погоду здесь не ходят пешеходы. Говорит им знак одна, вам ходить запрещено. Знак остановка запрещена. Здесь машину не грузи, не паркуй, не тормози. Это знак всем говорит, так не прав, что здесь стоит. Знак светофор. Светофор наш лучший друг, преданный и верный. Без него мы как без рук, если откровенно. Наш раклазый общий друг всем нам помогает. Без него мы как без рук, каждый это знает. Если красный свет горит, это значит путь закрыт. Желтый подожди чуть-чуть, будь готов продолжить путь. А зеленый свет горит, это значит путь открыт. Знак жилая зона. Футбол хорошая игра, пусть каждый тренируется на стадионах и дворах, но только не на улицах. Знак дети. Посреди дороги дети, мы всегда за них ответим, что не плакал их родитель, будь внимательный водитель. Знак зебра. Что за белые полоски на соседнем перекрестке? Это зебра, пешеход через улицу ведет. Перейти дорогу можно,
там, где знак стоит дорожный. Чтобы мы его узнали, нам его нарисовали. Знак опасный поворот. Знак опасный поворот. Это знак тревогу бьет. Вот опасный поворот. Ехать здесь, конечно, можно, только очень осторожно. Никого не обгонять, пассажиров не менять. Знак дикий животных. Роли здесь сосед дороги, лошади, волки на салоне. Ты водитель, не спеши, пусть пора пройдут еще. Знак поворот запрещен. Эти знаки на пути ни за что не пропусти. Есть у них одна забота — запрещать нам повороты. Знак уступить дорогу. Если видишь этот знак, знай, что он не просто так. Чтобы не было проблем, уступить дорогу всем. Знак стоянка запрещена. Знак стоянка запрещена. Тормозить можно смело, он нельзя стоять в пределах. Пассажирам ты сарай и скорее уезжай. La 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 la